Чувашские разработки выходят на новый уровень. Тракторы и хмелеуборочные машины, которые производят в республике, могут войти в перечень ассортимента компании «Росагролизинг». Об этом с ее генеральным директором говорил сегодня глава Чувашии. Сегодня в Чувашии разработана 3D-модель отечественного хмелеуборочного комбайна. Предприятие «Техмашхолдинг» выразило готовность организовать производство модернизированного комплекса для уборки и сушки хмеля. Его первые заводские испытания планируется провести уже в июле этого года. Олег Николаев обозначил, что Чувашия должна стать центром компетенций в области зеленого золота. Договорились поработать по производству хмеля с тем, чтобы рассмотреть возможность выработки специальной программы, которая будет тоже полезна. Прежде всего, нам это однозначно полезно, потому что мы, прежде всего, наработаем практику и потом будем иметь его возможность масштабировать. Ну и, соответственно, ввиду того, что все больше и больше регионов проявляет интерес к производству хмеля, мы сможем вместе поддержать их для того, чтобы оснастить технически и технологически. Росагролизинг взаимодействует с регионом уже с 2002 года. Он поставил на поля Чувашии свыше 1000 единиц сельхозтехники. В настоящее время в реестре лизинговой компании состоит 101 сельхозтоваропроизводитель Чувашии. По итогам 2022 года им поставлено 12 единиц техники. Мы, конечно же, рассчитываем на то, что машиностроительные предприятия будут наращивать номенклатуру, будут увеличивать линейку производимой техники. Мы в этом очень заинтересованы, а главное, в этом заинтересованы аграрии. Мы всех будем аккредитовывать, и мы готовы продвигать всю технику для того, чтобы она находила своего покупателя. Итоги работы агропромышленного комплекса Чувашии в 2022 году подвели на круглом столе с сельхозтоваропроизводителями республики. Аграрии региона успели подготовиться к работе в условиях санкционного давления. Чувашия занимает в Приволжском федеральном округе по итогам 2022 года первое место по картофелю, подчеркиваю, на 100 гектар сельхозугодий. Второе место по овощам и молоку, четвертое место по мясу и зерну. Основными видами сельхозпродукции республика обеспечивает себя полностью. В 65 раз увеличился экспорт яиц, в 17 раз семян льна, в 2,6 раза мясо птицы, в 2 раза хлеба и мучных изделий. В 2022 году впервые экспортировали козье молоко, муку пшеничную, живую птицу. В этом году в Чувашии начали объединять господдержку с программами Росагролизинга. Они будут способствовать более высокой доступности техники, а это упрощает жизнь аграриев. За счет новой техники меняются поля, растут показатели, а главное – производительность. Мы можем уже выходить на интересные программы, в том числе через включение федеральный перечень льготного оборудования и так далее, и так далее. То есть вот давайте последовательно будем работать, тогда у нас будет результат. Обозначили на встрече и задачи развития АПК на ближайшее будущее. Это ввод в оборот залежных земель, модернизация парка сельхозтехники, внедрение информационных систем учета хозяйств и реализация более 1000 инициативных проектов. Анна Центовская, Петр Ильин, Юрий Марков. Республика.